0. Таковы результаты хоккейного противостояния армейцев Москвы и уфимского Салавата Юлаева. Лидеры регулярного чемпионата КХЛ вновь одержали победу. Ну что ж, нашим повезет больше в следующий раз. Ну а прямо сейчас на канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Торатау взрывать не будут. В многолетних спорах вокруг священной горы поставлена точка. Шиханы, мне не дает покоя эта история. Уникальное вообще явление природы. Компромиссом противостояния властей региона и башкирской содовой компании стал альтернативный источник сырья. Завод продолжит работу. Клик помощи или всевидящее око соцсетей. Мы должны быть там, где формируются смыслы и где сидят наши жители и выражают свое, соответственно, отношение прежде всего к вам. 38 тысяч инцидентов на решение 24 часа. Запоздалая реакция лишает чиновников кресел. Куда писать о своей проблеме, чтобы программа тебя заметила? Спасибо за подвиг, мы перезвоним. Левосторонняя полная глухота. Глаз до конца не закрываются. Бывший полицейский из Нефтекамска, переживший теракт в Чечне, вдруг оказался забытым. 2 года борьбы с бюрократической машиной. После выхода сюжета на БСТ герою нашли работу. Их девиз «Жить для других, не жалея себя». Отзывчивые, милосердные, седовласые и еще совсем юные. Прям серьезно воспринимают такого молодого парня? Да, серьезно. Вполне серьезно. Год волонтера в России объявлен закрытым. Софи, мы сейчас тебя погнем, так не бойся. Не бойся, видишь, давай, убирай руку. Чудесное спасение из алюминиевой фляги, бетонированной стены и ледяного плена. Ручки, давай. Ой, какой хороший. Сейчас мы тебя спасем. Как вызволяли на свободу 2-летнюю девочку, маленького котенка и разодранного волками лося. Город Торатау не отдадут, памятник природы останется под защитой. В многолетнем споре вокруг священной горы поставлена точка. Сырьевой базой для производства башкирской содовой компании станет Куштау. Договоренности были достигнуты на неделе на совещании у вице-премьера Дмитрия Казака с участием Ради Хабирова и руководства БСК. При этом, как сообщают в правительстве, за разработкой будут внимательно следить, чтобы она проходила согласно международным экологическим нормам. Ранее представители БСК заявляли, что химический состав сырья Куштау не является оптимальным для производства. А на защиту так вожделенного садовиками Торатау стала общественность. Битва за памятник природы продолжалась несколько лет. Хватит делать ему больно. Не взрывай. Казалось, что эти слова Айдара Галимова под аккомпанемент Роберта Юлдашева, как и тысячи других, просто растворятся в воздухе, в пустоту пролетят над священной горой Торатау, одной из древнейших возвышенностей. Сложно представить, что когда-то здесь находился океан, а сегодня это памятник, сохранивший окаменевшую историю, на защиту которой встали люди. Творчество как рефлексия. На эту тему были написаны песни, сняты клипы. Не захотел молчать и Юрий Шевчук. Вообще Башкирия – это регион один из самых красивых на земле, а езжу я, поверьте мне, немало, по стране и по миру, многое видел. И вот шиханы, мне не дает покоя эта история. Уникальное вообще явление природы. Я поддерживаю экологов вот всей душой. Говорят, что Торатау подпитывает энергией. Мударису Мухаметьянову еще в детстве мама рассказывала о том, какие выдающиеся люди похоронены вблизи и на возвышенности. К могиле одного из них и водила сына. Сегодня к нему выстраиваются очереди. В республике его знают как талантливого остеопата. Знаменитый такой целитель и ясновидец похоронен туда. Сейчас там... Раньше было там ягоды только, сейчас полностью могила покрыла рябина. Ну, не сделаешь гору, а ломать недолго. В течение долгого времени башкирская содовая компания добивалась разрешения на разработку Торатау и снятия природоохранного статуса, объясняя, другие месторождения не подходят по составу. Им отвечали: модернизируйте производство. Дискуссии заходили в тупик. И вот, как выразился сам Ради Хабиров, он принял решение прекратить бесконечную жвачку «отдам, не отдам». БСК будет передан Куштау.
Эти горы – достояние республики, они сохранятся в первозданном виде. Коллегам из БСК это тоже объяснили. Тем не менее, у нас тоже есть понимание, что градообразующее предприятие должно жить и работать, а критический момент для принятия решения уже настал. Поэтому мы будем искать сырье для соды. Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет. Разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году, и работы уже ведутся. Разумеется, в любом случае БСК обязана придерживаться международных норм по экологичности. С дешевым политиканством заканчиваем. Если есть желающие на этой теме сделать себе карьеру или деньги, как это делалось до меня, рекомендую играть с огнем аккуратно, потому что реверансов ни перед кем делать не буду. Ради Хабиров также посчитал несправедливым объем компенсационных выплат, который садовиками предоставлялся близлежащим территориям. Поэтому они будут увеличены в разы. Чтобы решать социальные проблемы простых людей, нужны деньги. Деньги – это инвестиции, а их поток в республику снизился. Интерес предпринимателей упал. Решение очень сложной такой проблемы, связанной с обеспечением сырьевой базы для соды, это очень важный сигнал для всех инвесторов, для всех предприятий, которые заняты в экономике, что будут находиться решения таких вот, казалось бы, даже сложных проблем, очень так остро воспринимаемых в обществе, потому что это компромисс. Но компромисс очень важный и нужный. С одной стороны сода, а с другой стороны интересы башкортостанцев, скажем так. И эти интересы с обеих сторон, они сохранились. И сода будет работать, и Таратау сохранится. На месте разработки будет проводиться рекультивация, а туристические и социальные объекты, находящиеся на Куштау, останутся. Они будут неприкасаемы еще долгие десятилетия. На пост в социальных сетях блогера Раиса Габитова, который вспомнил, как сломал свои лыжи, катаясь на Куштау, и уже собирающегося в последний раз посетить гору, Ради Хабиров ответил: «Полагаю, что ваши внуки сломают там не одну пару лыж». Не был спором хозяйствующих субъектов, это было гораздо больше. И поэтому ответ на вопрос, сохраняем ли мы Таратау, это ответ на глобальный вопрос, кто мы и куда мы идем. И поэтому, конечно, решение о том, что мы сохраняем гору для потомков, это верное решение. Таратау для республики – это часть культурного кода. О Священной горе сложены десятки легенд. Раньше здесь хранили святых праведников. Писательница Марьям Буракаева была в числе тех, кто выступал за сохранение Таратау. И эта история ей напомнила, как в конце 80-х активисты боролись против Иштугановского водохранилища. И они добились закрытия Иштугана. Это большое водохранилище подразумевалось. Там надо было снести несколько деревень. И уменьшили, да, Юмагутинское водохранилище. У нас, в общем, мы ликовали. Такая была радость. Это наша была победа. И этот случай тоже такой же. И есть уже какое-то просветление, какая-то надежда на будущее. Градообразующее предприятие Стерлитамак останется, а значит и тысячи сотрудников не будут искать новые рабочие места. После многолетних споров гора Таратау стала еще известнее и, возможно, привлечет новый поток туристов. Ведь в предложении «сохранить нельзя разработать» наконец поставили недостающую, даже не запятую, а точку после первого слова. Анастасия Ильчебаева, Булат Кирьянов, Расуль Шагимарданов, Владимир Шевчук. Итоги недели. В России сегодня отмечают День Героев Отечества. Этот день красным в календаре решили сделать в 2007-м. Сегодня чествуют тех, кто своим подвигом заслужил неиссякаемую славу героев Советского Союза и России. Во все времена республика была и остается родиной отважных, сильных духом людей. Игорь Закиров из Уфы, заслуженный летчик-испытатель СССР, первый уроженец Башкортостана, который удостоен высшей степени отличия России. Звание Героя Российской Федерации получил за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники. Владимир Алимов из Карыдельского района на пробитой пулями, как решето вертушки Ми-8, спас 39 солдат и офицеров во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Риф Сахабудинов из Чешминского, Рафик Ихсанов из Альшеевского района, Александр Панфилов из Калтасинского, Анатолий Романов из Белебеевского районов. В 95-м в Грозном он оказался в эпицентре взрыва. Уже почти четверть века Романов прикован к инвалидной коляске. Даже сейчас в таком состоянии он все равно подает пример. Опять же, своим упорством. Он показывает, он доказывает нам ежедневно, что можно даже в таком состоянии, как-то вести борьбу.
Герой России Вячеслав Аверьянов предотвратил трагедию на международном авиасалоне. Еще один герой, Сергей Тулин, принимал участие в освобождении Гудермеса. Благодаря его тактике удалось прорвать кольцо боевиков с минимальными потерями. В списке самых отважных россиян 23 уроженца Башкортостана. 8 из них были награждены посмертно. И вот еще об одном герое, который называет себя не иначе, как забытым. Когда-то был представлен в государственной награде, а сегодня элементарно не может получить инвалидность. Азат Шаймуратов – бывший полицейский из Нефтекамска, один из выживших при теракте в Чечне. Уже 2 года он вынужден бороться с бюрократической машиной. Руслан Батыргареев с подробностями. Он ничего не слышит левым ухом, не закрывается до конца правый глаз. Это лишь часть отголосков того страшного происшествия. 9 мая 2016 года террористы атаковали блокпост в окрестностях Алхан-Калы. Азат Шаймуратов один из тех, кто принял на себя взрывную волну. Прошло более 2 лет. Мужчина вновь и вновь перебирает стопку справок, заключений и документов. Готовится к медико-социальной экспертизе. Это будет уже 3-я попытка получить инвалидность, а значит и пенсию. Единственный источник средств к существованию. Со службы Азата уволили по состоянию здоровья. Находясь в командировке, я получил травму многочисленные, после чего в течение года был на больничном. В реанимации прожил неделю в Москве. После чего в Москве лечился около 40 дней, потом в Уфу привезли, в Уфе. Полгода из больницы практически не выходил вообще. Во время лечения в Уфе раненые в Чечне полицейские находились под пристальным вниманием не только врачей, но и высокопоставленных чиновников. Им пожимали руки, благодарили за службу и представляли к государственным наградам. Министерство внутренних дел республики тогда обещало всестороннюю поддержку. Она была оказана. Вот только спустя время о них забыли, считает Азат. Ко всему с него сняли 3-ю группу инвалидности, а значит лишили и пенсии. Недостаточно травм, то, что продлить инвалидность. Я обжалую это решение здешнее. Опять еду в Уфу на повторное освидетельствование, главное бюро уже. Туда приезжаю, меня там целый день опять все заново обследуют, все заново полностью целый день. С утра в 8 приехал, я от того, что только 5 вечера. И мне вечером говорят то, что мне инвалидность не положено. Азат пытается доказать медицинским экспертам, что осколочные и огнестрельные ранения в грудь и голову, полученные в Чечне, действительно лишили его трудоспособности. Он не может вернуться в органы и в то же время остался без средств к существованию. Министром внутренних дел республики Романом Деевым ситуация по трудоустройству бывшего сотрудника отдела МВД России по Нефтекамску Азата Шаймуратова взята на контроль. Медицинской, юридической и кадровой службам даны поручения о подготовки предложений по трудоустройству бывшего сотрудника, в том числе с учетом его пожелания о сохранении инвалидности. Учитывая состояние здоровья, Азату Шаймуратову уже навряд ли получится надеть погоны. А вот поработать в штатском вполне реально. Сейчас как раз прорабатываются все возможные варианты трудоустройства. А уже в ближайший вторник Азата ожидает повторная медико-социальная экспертиза. От ее результатов во многом зависит судьба бывшего полицейского. Руслан Батыргареев, Мария Медвинская, Азат Давлетшин. Итоги недели. Интересные подробности выяснились во время очередного стройчаса под руководством Радия Хабирова. Некая республиканская госструктура ГУА УАЗ продавала коммерсантам дорогие уфимские земли и здания за пару миллионов рублей. При их рыночной стоимости свыше 100 миллионов. Эту и другие аналогичные истории, которые столичные журналисты уже назвали большим хапком, подвергнут пошаговой ревизии. При этом права граждан, купивших жилье на этих участках, выведенных по подобным схемам, нарушены не будут. Они ни в чем не виноваты, отметил руководитель республики. Поэтому поводов для беспокойства нет. Власти онлайн, аккаунты во всех популярных социальных сетях завели главы городских и районных администраций республики. Теперь и наболевшим можно написать им лично, избегая бюрократических лабиринтов. И, что важно, получить ответ. За реакцией чиновников на обращение граждан в интернете следит система «Инцидент». Кто проигнорирует проблему, попадет в антирейтинг. Каким последствиям это может привести и что писать, чтобы тебя заметила программа, знает мой коллега Азат Садреев. У меня ребенок в шубе. Вчера уснул в шубе под 2 одеялами. Бушлат.
армейский бушлат. Жители нескольких улиц поселка Новое Глино оказались в морозном плену. Единственный трансформатор, источник тепла и света, сгорел. Буквально через полчаса температура в домах опустилась до 10 градусов. Семьям с детьми пришлось переехать к родственникам. Соцсети заполонили обращения местных жителей, что зарегистрировала система «Инцидент». Глава муниципалитета Гафуан Шейхудинов на оперативном совещании рапортовал о закупке дополнительных трансформаторов. Однако запоздалое решение стоило чиновнику кресла. Да, среди вас есть и люди вполне в возрасте. Я тоже не очень молодой человек и довольно во взрослом возрасте, извините, вошел в то, что называют социальные сети. Вошел туда очень тяжело и не хотел этого делать. Я вас понимаю здесь. Мне казалось, что это ребячество, что это какое-то вот развлечение. Совсем нет. Мы не про развлечение говорим. Мы говорим про то, что мы должны быть там, где формируются смыслы и где сидят наши жители и выражают свое, соответственно, отношение прежде всего к вам. С 15 октября в Башкортостане было зарегистрировано 38 тысяч инцидентов. На местах оперативно отреагировали и решили 25 тысяч вопросов. Большая их часть касалась благоустройства, дорог, ЖКХ, проблем в здравоохранении и с общественным транспортом. Отвечать на заявления граждан чиновники теперь должны не отпиской, а лично через свои аккаунты в социальных сетях. Знаете, нашего мнения вообще никто не спросил по поводу кладбища. Никаких публичных слушаний не проводилось. О том, что будет кладбище, мы узнали на сайте госзакупок. Жители Жилина, Зинина и Нагаева несколько месяцев боролись за отмену строительства кладбища у них под окнами. Публикации об этом также были выявлены системой «Инцидент». В результате власти приняли решение о переносе погоста в другое, безлюдное место. А в Новой Максимовке после десятков сообщений на странице официального аккаунта Калининского района ВКонтакте запустили общественный транспорт. Сейчас решается вопрос уличного освещения. Сам проект «Инцидент-менеджмент» разработали в Москве и успешно внедрили уже в 23 регионах России. Его сутью является робот, который находит в соцсетях посты о проблемах, которые волнуют граждан. Да, действительно, люди у нас пытаются, в том числе, когда пишут обращения, ставить какие-то хэштеги, но это совершенно лишнее. Да, то есть система работает не по хэштегам, система работает по ключевым словам. Инцидент запустился с той целью, чтобы чиновники были там, где народ, чтобы чиновники видели то, что волнует народ. Потому что социальные сети сейчас занимают огромный пласт жизни у каждого из нас. Редко какой человек утром не проснется и не посмотрит, а что же там в друзьях, что же там разместили, какие посты, какие новости. И поэтому, конечно, чиновники тоже там должны быть. По поручению Радия Хабирова аккаунты в соцсетях завели все главы администрации районов и городов республики. Для кого-то это было в новинку и не вызвало особого энтузиазма, но есть немало и тех, кто уже давно общается с жителями в интернете. Активно работает в соцсетях. Например, Борис Беляев давно ведет свою страницу в Фейсбуке, в частности, город Кумертау, глава города Кумертау, да. И работа продолжается очень эффективно. Но инцидент – это не только робот. Часть сообщений отслеживается в ручном режиме командой специалистов. Зачастую первичный ответ дается уже в первые 3 часа после публикации жалобы. Решение проблемы зависит уже от расторопности чиновников. Один из пользователей социальной сети ВКонтакте написал обращение на странице Радия Фаритовича о том, что в Уфимской поликлинике Демской нет проб-манту. Соответственно, мы отреагировали на это обращение, написали первичный ответ, сообщили, что мы разберемся, направим данное обращение в Министерство здравоохранения. Проблема считается решенной, когда об этом пишет в соцсети тот же самый автор. В данном случае для этого понадобилась неделя. Если же жалоба остается актуальной, то вопросы, зачастую неудобные для ответственных лиц, начинают возникать уже у средств массовой информации. Если сделано, очень хорошо, об этом рассказывают. Если не сделано, начинают интересоваться, почему, кто, начинают задавать другие неудобные вопросы. И таким образом они выполняют функцию не только информирования, но и еще дополнительного общественного контроля. Телефон уже давно перестал быть просто средством связи. Имея в руках современный смартфон, можно не только выйти в соцсеть, но даже изменить маршрут рабочей поездки руководителя республики. Так было в Октябрьске, где после многочисленных обращений граждан Радий Хабиров внепланово посетил один из МФЦ. Проблему очередей сняли, но есть и другие в каждом муниципалитете. От того, как они будут решаться, и зависит, смогут ли главы городов и районов сохранить за собой свои кресла. Азат Садреев, Артур Ханов, Расуль Шигемарданов и Азат Ишбулатов. Итоги недели. На
На неделе в Москве, а уже потом в Уфе состоялось закрытие года волонтера. Яркое представление в столице республики составили из истории самых неравнодушных активистов. Спортсмена Рустама Набиева, участника проекта «Бери пример» Риналя Хабирова и серебряного волонтера Рафаэля Габитова. Конгресс-холл смог вместить лишь 6 сотен добровольцев. Всего же их в Башкортостане почти 20 тысяч. Наш корреспондент Лилия Курбанова в их числе. Возникает, извините, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Совсем еще молодые, они подают пример не только сверстникам, но и людям старшего возраста. На сцене самые сострадательные, самые неравнодушные. В первом ряду вместе со всеми Азалия Вагапова, третьеклассница из Сибая. Девочка предложила одноклассникам выступить с благотворительным спектаклем. Свой волонтерский кружок дети назвали «Балапандар», что в переводе с башкирского «беркуты». И пусть они сами еще птенцы, но готовы совершать большие дела. Батыр-этес, глупый мышонок, телефон, муха-цикатуха. Мы эти сказки показываем. Нам жалко детей, и мы хотим, чтобы им было приятно, что мы им сказки ставим. 11-летний мальчишка уверенно заявляет, он будущий президент. Риналь Хабиров уже с детства решает серьезные проблемы. В Туймазах благодаря юному волонтеру появились специальные боксы для утилизации батареек. Сейчас школьник вместе с семьей собирает средства на установку умных светофоров в родном городе. Я не составляю график, вот что приходит, что я вижу, что нужно сделать, то мы и делаем. Я иду в администрацию, мы это все решаем и делаем. Серьезно воспринимают такого молодого парня? Да, серьезно. Вполне серьезно. А это один из самых пожилых добровольцев Башкортостана, Андрей Ширяев. Недавно он отметил свое 90-летие. Мужчина из поколения детей войны. Подростком он наравне со взрослыми сутками работал в колхозе. В коротких перерывах листал учебники. Он все время старался учиться. Теперь вот и сам делится знаниями со школьниками. Это работа вот из тех, о которых в простонародье говорят: сделай срочно, сегодня, коли не сделал вчера, завтра, как не оказалось, поздно уже. Она знает, сколько ей лет, да? Годовалая дочь – поддержка и опора папы. Рустам Набиев говорит, благодаря семье становится сильнее. Он потерял ноги, но не потерял веру в себя. Своим примером мужчина доказывает, любые сложности преодолимы. Вот эта трагедия, я думаю, она очень повлияла на мою последующую жизнь. Она поменяла, в общем, меня самого. И я начал смотреть на эту жизнь уже другими глазами. И почему-то мне кажется, что я остался жив именно для того, чтобы помогать людям. Я в этом уверен почему-то. Волонтеры Башкортостана работают не только в регионе. Добровольцы выезжают за пределы республики, чтобы помогать организовывать мировые чемпионаты, летние и зимние олимпиады. По показателям Республика Башкортостан из 100 миллионов сделанных добрых дел, 5,5 миллионов добрых дел сделано Республикой Башкортостан. Это очень хороший показатель. Год волонтера закрывается концертом в Уфе. В основу представления легли истории волонтеров из Башкортостана. На сцене показаны только 6. Всего же сегодня в республике почти 20 тысяч активных добровольцев. Социальные, серебряные, медики и множество других направлений волонтерства. Всех добровольцев объединяет одно – вера в добро, потому что в первую очередь они творят его сами. Лилия Курбанова, Артур Елаев. Итоги недели. 12-летняя воспитанница социального приюта из Янчуринского района подарила радио Хабировой его портрет. Взяться за кисти Айгузель Азнабаева побудило знакомство с руководителем республики, которое состоялось недавно во время посещения социального приюта для детей и подростков в селе Исингулово. Тогда Ради Хабиров пригласил девочку в гости в свой рабочий кабинет. И вот Айгузель приехала, но не одна. С ней победители и призеры литературного конкурса среди воспитанников приютов Башкортостана. Я вам что хочу пожелать, чтобы вы хорошо учились все. Ладно, вот учитесь хорошо. Потому что через какое-то время, когда вы подрастете, вот сюда придете и будете здесь работать. Вот чтобы людям хорошо жилось, чтобы республика у нас красивая была.
Вид с балкона на Уфу и сам рабочий кабинет руководителя региона – это то, что больше всего запомнилось, говорят ребята. Ну а дальше беседа продолжилась там, где решаются серьезные вопросы регионального масштаба – зал заседаний. Кто знает, может, в зале будущие политики, сказал Ради Хабиров, и заявил, что у детей в республике должны быть равные шансы на успех в жизни. Мне понравилось все, все понравилось прям. Он подписал нам, дал нам блокнот и подписал. Хвалил, там, роспись поставил. Тут понравилось. Ну, сразу понятно, что хороший, как глава Республики Башкортостан. Ну, я вам пожелал удачи, чтобы у него скоро выборы, чтобы стал президентом. Надеюсь, будет хороший, будет нас защищать. В Белом доме неохота работать? В Белом доме? В Москве? Нет, здесь. А, здесь? Ну как? Предложили, поработал бы. Не допускать заносчивости и хамства потребовал Владимир Путин от активистов «Единой России». Об этом президент заявил на 18-м съезде партии, который прошел в подмосковном Красногорске. Владимир Путин призвал партийцев критически оценить результаты прошедших в сентябре выборов и следовать по пути обновления. В съезде приняла участие делегация Башкортостана. Единороссы республики заявили о большой кадровой ревизии в своих рядах. К тому же теперь на них наложен контроль за нацпроектами. Репортаж Максима Окунева. У нас здесь нет сетевого отопления, пользуемся печкой. Дома холодно, и без одежды ходить невозможно. Для обогревания мы используем вот такие отопительные приборы, и так и греемся. Последствия чиновничьих махинаций жители этого дома ощущают на себе. Печное отопление давно не работает, фундамент просел, потолок может упасть на голову после каждого дождя. А когда-то этот дом, построенный в 1940 году, был частью другой двухэтажки. Оба строения имели один адрес. Но получилось, что лишь двухэтажку признали аварийной и снесли. Другой части дома дали новый адрес и в расселении отказали. Жильцы считают, что на них попросту наварились. В 1991 году в списках шли как под снос 2 ЛБ, 2 дома. Сейчас получилось, что 15 не оказалось в этом списке. Дом должен быть аварийным, он ветхий, он больше 70% износа. Аварийка в Башкортостане стала темой громкого коррупционного скандала. Хищения из фонда содействия реформированию ЖКХ стоили одному карьеры и репутации, другому свободы. Так, в конце октября в Москве задержали зампрокурора республики Олега Горбунова, который способствовал закрытию уголовного дела в отношении чиновников мэрии Уфы. Эта история оставила в старых бараках сотни людей, вплоть до окончания федеральной программы. И, похоже, с этим рухнула надежда на переезд. Однако с 1 января следующего года Владимир Путин даст регионам возможность вновь привлекать федеральное финансирование для расселения людей из аварийного жилья. На это уйдет 433 миллиарда рублей в течение 6 лет. И Уфа, и другие города сегодня много сделали. И я в свое время изучал ваш опыт, связанный с управлением жилищно-коммунальным хозяйством, именно систему управления. Так что в этом плане задело сделано хорошее, а то, что программу продолжим, это безусловно. При этом контроль над расходованием средств ужесточат в отношении всех национальных проектов, что реализуются в регионах. За чистоплотностью чиновников будут следить единороссы на местах. И в случае малейшего подозрения исключать из своих рядов тех, кто скомпрометировал партию. Вот только в этом году 1800 человек выбыли из состава нашей партии. Мы будем еще более активно работать. Вы знаете, сейчас создана комиссия по этике на федеральном уровне. Соответствующей комиссии мы будем создать своей партийной организации, которая бы контролировала соблюдение этических требований членов партии. Элементарного уважения к людям от партийцев потребовал Владимир Путин. Президент страны призвал единороссов критически оценить результаты прошедшей избирательной гонки. Партия нуждается в обновлении, и начать, по словам президента, следует с самих себя. Высокие кресла власти не должны быть самоцелью, а средством, чтобы люди жили богаче и лучше. Есть и те, которые просто пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе. Ну и, конечно, есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить. Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. Свыше 700 делегатов принимают решение, которое по сути определяет политику партии на ближайший год. Не уход от проблем, а детальная их оценка и поиск решений, которые будут возможны только с учетом мнения избирателей. По словам президента страны Владимира Путина, открытость и живое общение с людьми позволит сохранить партии народное доверие.
И для такой обратной связи власти и избиратели «Единая Россия» по инициативе башкирского отделения сторонников создала мобильное приложение. Это единая база партийных депутатов всех уровней. С ними можно будет выходить на прямой диалог, обсуждать инициативы, участвовать в предварительном голосовании. Каждый депутат будет иметь свой личный кабинет. В данном приложении будут отображаться новости партийные, будут отображаться графики приема от депутата, присутствовать обратная связь, где... На полях съезда партии первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко поддержал инициативу единороссов Башкортостана освободить кандидатов в сельские депутаты от финансовой отчетности. Ранее жители, которые баллотируются в депутаты сельсовета, вынуждены были готовить множество документов, подтверждающих соразмерность расходов и доходов. Причем речь идет только о тех парламентариях, которые не получают за свою работу заработной платы. А вот представлять Башкортостан в Генеральном совете партии впредь будет сыровар из Белебея Тимур Гельмияров, заместитель директора молочного комбината. В руководстве партии отметили, что засиживаться никто не будет и ротацию продолжат. Максим Окунев, Азат Ишбулатов. Итоги недели. Красногорск, Московская область. Сейчас о новостях экономики. В Башкортостане с Нового года изменится плата за детский сад. С 1 января ежемесячный платеж поднимут, и в среднем он составит 1617 рублей. Информацию об этом опубликовало Республиканское министерство образования. Подробнее об этом и многом другом расскажет мой коллега Равиль Ватолин. Равиль, здравствуй. Это будет однократное повышение цен или в течение года плату могут поднять еще раз? Да, Альбин, здравствуй. Действительно, пару лет назад плату при посещении детсадов поднимали по нескольку раз в год, однако сейчас повышать ее можно только однократно и в начале года. Так вот, в среднем повышение составит 87 рублей. В 2017-м родители в среднем платили 1530 рублей. Но здесь оговоримся, что каждый район сам устанавливает ежемесячную плату в зависимости от доходов населения. При этом сумма компенсации, на которую могут рассчитывать родители, в республике не изменили. Если у вас в сад ходит один ребенок, вы можете рассчитывать на возврат 20%, за двоих детей 50%, за троих и более 70%. Но вот изменения с Нового года ожидают и ветеранов сельского хозяйства. Тем, кто проработал в отрасли более 30 лет, получат прибавку к пенсии. Речь идет о работниках сельхозпредприятий, занятых во всех видах растениеводства, животноводства и рыбоводства. Минсельхоз Республики опубликовал приказ, согласно которому каждому аграрию с многолетним стажем добавят по 1333 рубля. При этом чиновники напомнили о важном дополнении. Надбавку без подтверждения получат те, кто проживает в сельской местности. Те же, кто живет в городах, нужно предупредить об этом пенсионный фонд. В следующем году жители республики и страны ждут существенные скидки при оплате госпошлины за различные услуги, которые предоставляют министерства и ведомства гражданам. Правда, речь идет о тех, кто готов получать их в электронном виде через портал госуслуг. При оформлении, скажем, загранпаспорта вместо 5000 через госуслуги нужно заплатить лишь 3500. Также скидка действует при замене или получении водительских прав, общегражданского паспорта, постановке авто на учет, регистрации или расторжении брака и многих других. Сейчас об инициативе, которая затрагивает миллионов жителей страны, Центробанк России предложил разрешить заемщикам брать ипотечные каникулы. Речь идет о тех случаях, когда гражданин, имеющий жилищный кредит, попадает в трудную жизненную ситуацию. В ЦБ уверены, в банковских договорах нужно прописать опцию, позволяющую полностью отказаться от выплаты по кредиту на несколько месяцев в случае, если заемщик тяжело заболел или, скажем, потерял работу. В мегарегуляторе подчеркивают, что мера никак не повлияет на доходность банков, ведь человек просто удлинит срок выплаты по ипотеке. На неделе несколько десятков уфимцев остались без машин перед выездом на работу, но поводом для ареста стала неуплата налогов. Речь идет о транспортном, земельном и налоге на недвижимость. На 1 декабря жители Башкортостана задолжали налоговикам свыше 4 миллиардов рублей. Не дождавшись оплаты, а срок истек 3 декабря, инспекторы ФНС совместно с приставами пошли в поквартирные рейды. За неделю сотрудники обошли свыше 1000 должников и арестовали 50 автомобилей, которые в случае неуплаты продадут с торгов. Ну и в завершение о ценах на главные новогодние продукты. На неделе стало известно, что в России в 2 раза подешевела красная икра. В Росрыболовстве заявили, что в этом году небывалый улов лососевых.
Объем выловленной горбуши, лосося и киты достиг уровня в 700 тысяч тонн. Ранее рекордным для страны считался улов в 440 тысяч тонн. Эксперты прогнозируют, что уже к середине декабря цены в магазинах на икру упадут в 2 раза. Уже сейчас цена за баночку в перерасчете на килограмм составляет 3200 рублей, а вот в начале месяца цена доходила до 6000. А вот небывалый урожай мандаринов, наоборот, может вызвать серьезное повышение цен. По данным экспертов, цена на фрукт в стране к концу декабря взлетит на 20%. И связано это с предпраздничным ажиотажем. Население скупает фрукты, несмотря на ценники. Этим активно и пользуются торговцы, которые накручивают стоимость. В этом году в Абхазии, основного поставщика мандаринов в Россию, богатый урожай. Сочинский таможенный пост уже регистрирует импорт из Южной Республики в 3 раза превышающий показатели прошлого года. При этом пик поставок ожидается в середине декабря. Ну, вот такие новости экономики. У меня все. Альбина. Ну, стало быть, мандаринов хватит всем. Спасибо, Равиль. Прошедшая неделя была богата на работу для спасателей. Вызволять из беды им пришлось не только людей. Так в Уфе в помощи нуждался котенок, угодивший в бетонный плен. О вызволении бедного животного попросила женщина. Из стены своей кухни она услышала жалобное мяуканье. Ручки, давай, ручки, давай. Ой, какой хороший. Сейчас мы тебя спасем. Вооружившись инспекционной камерой и электроинструментом, на место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Благодаря нехитрым манипуляциям вскоре котенок оказался на свободе. Не оставили в беде уфимские спасатели и упавшую в яму собаку. Очевидцы пытались достать ее своими силами, но успехом операция не увенчалась. Ее вытаскивали при помощи специального приспособления. Отмечу, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращениями являются те, где существует угроза безопасности и жизни человека. Как в случае с 2-летней малышкой, для которой ловушкой стал обычный бидон. Софи, мы сейчас тебя погнем, так не бойся. Не бойся, видишь, давай, убирай руку. Оказалось, что девочка в процессе игры неоднократно залезала в алюминиевую посуду и выходила обратно, но в какой-то момент все пошло не по плану. Прибывшим спасателям пришлось проявить сноровку, поскольку перепуганная девочка всячески упиралась в бидон коленками. В ход пошли уговоры мамы, любимая игрушка и даже рация спасателей. Несмотря на сопротивление, девочку удалось извлечь. С ней все в порядке. А вот в Гафурийском районе егери и рыбаки спасли лосенка, которого пытались съесть волки. Спасаясь от хищников, бедное животное упало в реку, а преследователи остались ждать добычу на кромке льда. Но отведать лосятины им так и не удалось. Анастасия Ильчебаева знает все подробности этой душещипательной истории. Это звук матери. Она на это немножко реагирует. Она и вправду ему стала второй мамой. Кормит, греет, ухаживает, как за ребенком. Но сердце даже маленького лосенка не обманешь. Он понимает, что настоящий уже потерял. И вряд ли когда-либо вновь с ней встретится. Из своего нового жилища малыш каждый раз испуганно смотрит на открывающуюся дверь, все сильнее прижимая раненую ногу, которую во время погони разорвали волки. Вчера малыша сразу же показали ветеринару. Он и зашил конечность. Трясло, сильно трясло. Только подушку не положили под голову. Все одеяло и все укрывали. Тонущего в воде лосенка заметил Мансав Кельмухаметов, когда рыбачил поудаль. Отбив от матери, животное загнали волки и поджидали, когда Сахатый выбится из сил. Мужчина позвонил егерям, а сам побежал за ружьем, чтобы спугнуть хищников. Через пару минут к реке подъехал охотничий надзор. Вот следы волки большие. Ну, матерые волки были. Вот они туда загнали в воду лося. И вот вокруг бегали. Егеря принялись вытаскивать из воды бедолагу. Лосенку на вид около 6 месяцев, говорят мужчины. Но малыш, если можно его так назвать, уже весит около 200 килограмм. Сюда гнали, вот в конце, вон там, поймали ее за уши, этот аркан, веревку привязали. Ну, один раз выгнали мы как-то ее туда. Он ушел, в лес ушел. Что-то он обратно прибежал, обратно прыгнул в воду. Только после второй попытки лосенка решили связать. Мансав Кельмухаметов приютил Сахатова у себя. Он сам в прошлом занимался охотой, но недолго. Завязал, жалко. Предпочел рыбалку, видимо, не зря. Ну, жалко, что так ребенок как маленький, да, и взрослый было тоже жалко было бы. За последний месяц это далеко не первая жертва волков. Хищникам нужно питаться. И нападения вполне естественны, выживает сильнейший. Но в этом сезоне набеги участились. Это волчий след, вот их 2 было. Вот один окружал один, а второй вот здесь по следу пробежал.
Для кого-то это просто след, а он по одним только отпечаткам на снегу может выстроить полную картину. Волки преследовали косулю, объясняет Тагир Каранаев. Чуть дальше находим клочья шерсти. Хищники нагнали жертву, но той, видимо, удалось выбраться ненадолго. В 10 метрах от места первого столкновения уже кровавые следы. А поодаль в кустах раненое животное, видимо, запуталось. Тут ее и догнали преследователи. Он доверчивый, косуля, не боится-то. Наверное, волка, впервые видит здесь, волков. Здесь не бывает волки. Вот в этом году только. Или с Бурзяна, или откуда-то они идут, потому что в горах нету кушать им. А здесь привольно и лосей есть, и косули много у нас, кабаны. Косулю загнала пара волков, самец и самка. Это определяется по следам. После того, как хищники расправились с жертвой, они устроили лежбище. Здесь они остаются до того момента, пока окончательно не съедят добычу. В этот раз на это у них ушло около 2 дней. Обычно волки выбирают самое слабое животное и отбивают его от стаи. А тут расправились с крупной особью. 6-7 лет на вид, говорят егеря. После жалоб от местных жителей они обратились в Министерство природопользования республики. Ведомство выдало разрешение на отстрел лис и волков. Штатный егерь может добывать волка с транспортного средства, с разложенным оружием, то есть со снегохода, с автомобиля. До 1 апреля администрация Гафурийского района пошла нам навстречу, и мы с ними заключили договор на отстрел лис и волков, то есть в соответствии вот с этой программой. Спасенному лосенку имя еще не придумали. Боятся привязаться, говорит семья Келимухаметовых. Ведь уже скоро его передадут в Центр спасения диких животных, где он пробудет до полного восстановления. И уже весной его могут выпустить на волю, где ему придется искать новую семью. Анастасия Ильчебаева, Артур Елаев, Венер Сагидинов. Итоги недели. Сразу после итогов не пропустите специальный репортаж Гузель Сиддиковой. Она расскажет всю правду о земских докторах. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на канале БСТ. Счастливо!